День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит в республике, ну и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну и начнем с эпидобстановки. Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. По словам премьера, на закупку медикаментов для пациентов, проходящих лечение на дому, правительство дополнительно выделит регионам более 5 миллиардов рублей. Кроме того, Мишустин подчеркнул важность нахождения запасов кислорода в медицинских организациях, так как в условиях распространения инфекции потребность в нем возросла. По сообщению главы Кабмина, 40 миллионов граждан уже прошли полный курс вакцинации, однако этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета в стране для борьбы с болезнью. В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд. Уже развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. Большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей. Тем временем количество ежедневно заболевших COVID-19 у нас в регионе, согласно ежедневным данным оперативного штаба, уже стабильно больше 200. Соответственно, были усилены меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно новому указу главы республики, на территории Якутии запрещается проведение досуговых, развлекательных, спортивных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан. При этом учреждения культуры продолжают работать по репертуарному плану. Музеи, выставочные залы и иные организации для посещения граждан, объекты спорта для населения продолжают работать при соблюдении всех профилактических мер масочного режима. Отметим, что ограничительные меры по COVID-19 будут действовать до конца октября. В целом, среди тех ограничительных мер, которые действовали до настоящего периода, введено ряд мер дополнительного характера, прежде всего направленных на ограничение осуществления массовых мероприятий, независимо от количества участников. В связи с чем необходимо обратить внимание, что учреждения культуры, объекты спорта для населения продолжают работать в тех условиях, которые определены для них с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм по своим планам. Необходимо обратить внимание также, что не менее 50% работников тех организаций, которые не относятся, работники которых не относятся к лицам, для которых введена обязательная вакцинация, рекомендуется не менее 50% работников перевести на дистанционную форму работы. Кроме того, на настоящий момент в связи с ухудшением ситуации, связанным с увеличением количества беременных будущих мам, кормящих мам, соответственно, среди заболевших новой коронавирусной инфекцией, главой Республики Саха-Якутия в целях их защиты рекомендуется перевод беременных без учета срока беременности на дистанционную форму работы. На одном из последних заседаний оперативного штаба было отмечено, что рост заболеваемости в последние дни связан, к сожалению, с тенденцией внутрисемейных заражений. Необходимо обращать внимание на необходимость соблюдения всех норм. Но самое главное, на что я хочу обратить внимание, это сегодня внутрисемейные очаги. Для Якутии характерны большие семьи, и, соответственно, при том, если болеет один человек, то, соответственно, болеет и практически вся семья. Все учреждения здравоохранения работают при контроле и мониторинге свободного коечного фонда и лекарственных средств в наличии. При возникновении вопросов по коечному фонду лекарственных средств наличия прошу обращаться на горячую линию Минздрава Республики. Еще одна напасть – это ОРВИ. События, связанные с сезонной вспышкой заболеваемости ОРВИ, всколыхнули многие сферы деятельности человека. В числе основных оказалась сфера образования. Школьники Якутска вновь перешли на дистанционный формат обучения. О том, чем отличается удаленка этого учебного года от предыдущего, узнавала наша коллега Надежда Саханская. Классы и коридоры общеобразовательных школ Якутска снова пусты. Дело не в осенних каникулах, а в том, что школьники снова перешли на дистанционное обучение.
С обострением эпидситуации ученики Якутска вновь приветствуют удаленку. Эта удаленка отличается от предыдущей основным правилом. Теперь все предметы и дисциплины преподаются через платформу Zoom. Представителей царства грибов, которые мы сегодня с вами, к изучению которых мы сегодня с вами приступили. Отсутствие прямого контакта не помеха для обучения. Педагоги создают специальные группы для домашних заданий и преподают уже в привычной в последнее время форме. А чтобы дети чувствовали себя как в школе, учителя ведут трансляцию уроков прямо из класса. Хотя у такого формата обучения есть свои недостатки. Недостаток технических средств для обучения детей на дому. В нашей школе, например, в 10-й, которая расположена в рабочем городке города Якутска, проживает очень много многодетных, малоимущих семей. То есть вот представьте себе, да, в семье 4 детей обучаются в школе, то есть обеспечить всех техническими средствами обучения очень сложно. Но мы стараемся идти навстречу, но, конечно, это все наши вызовы со стороны родителей, мы не можем это прикрыть. Недовольны дистанционным форматом обучения и взрослые. Считают удаленку несовершенной и уверены, что традиционный формат ничего не заменит. Это нехорошо сказывается на их дальнейшем образовании, потому что они на одной вкладке получают информацию, которую нужно освоить, а на другой списывают. Учитель должен всегда присутствовать. Некоторые ученики не понимают программу. Все-таки нужна помощь учителей. Мне кажется, в школе они должны получать больше знаний на уроке, как вот мы учились в свое время. А потому что Zoom – это разве учеба? Педагоги, тем не менее, не отчаиваются так быстро и надеются на скорое возвращение в привычный режим обучения. Мы проводим работу с классными руководителями, классные руководители с родителями, детьми, чтобы выявить, в какой форме они хотели бы обучиться. Но большинство, конечно, в общей массе, да, хотели бы обучаться очно. А на скорейшее возвращение традиционного формата остается только надеяться. И, кстати, надеяться на то, что дистанционное обучение никогда не заменит очную работу учителя с классом. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Артем Алексеев, Якутск. Действительно, львиная доля учебного процесса проходит именно онлайн, но, тем не менее, помимо пользы от использования телефонов и планшетов, возникает и вопрос об их вреде. Действительно ли детей необходимо ограждать от использования электронных устройств, или это все-таки современная потребность? Ведь гаджеты плотно вошли в жизнь каждого из нас. В вопросе разбиралась Саргалана Неустроева. По данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, ежедневно россияне проводят за экраном устройств по 6 часов. А более четверти российских детей и подростков не отрываются от гаджетов по 8 часов в день. Таковы результаты опроса образовательного центра Maximum Education. Только вдумайтесь, интернет давно заменил реальную жизнь. Но так ли это плохо? Для того, чтобы узнать, какого мнения придерживаются родители, наша съемочная группа вышла на улицы города. Опрос показал, большинство оказалось против использования детьми гаджетов. Разрешаете ли вы детям долгое использование электронных устройств? Гаджеты, планшеты, телефоны. Ну, долгое нет. Навредить-то много и на здоровье может повредить. Но телефон есть у него, и планшет есть, потому что школой надо заниматься. А так в целом, чтобы сидел целыми днями, нет, да? Нет. Не разрешаем. Относитесь к тому, что дети... Отрицательно. Надо, как в Китае, запретить все. 3 часа в день и хорош. При этом, по данным проведенных исследований учеными лаборатории детства, якутские дети проводят больше времени за электронными устройствами, чем дети в остальных регионах страны. Пока ответить точно, что повлияло на такую статистику, ученые не могут. Однако выдвигают предположение, что причиной могли послужить недостаточная вовлеченность родителей в процесс воспитания ребенка, а также длительный зимний период, когда долгие прогулки становятся невозможны.
Мы бы хотели, безусловно, порекомендовать всем: любовь к ребенку – это не доступность всего и вся ему. Любовь к ребенку проявляется в общении, воспитании его, а не в вседозволенности. Это очень четко необходимо понять каждому родителю. Только так можно добиться высокого уровня воспитания, развития, в том числе интеллектуального развития ребенка. Однако вопрос оптимального использования гаджетов детьми с психологической точки зрения для научного сообщества был в новинку, по крайней мере до недавнего времени. Поэтому при работе с зависимостью от электронных устройств опираться приходится на общее когнитивное развитие ребенка. Чем дольше вы можете оградить, в принципе, это ничего страшного. Но практика показывает, что с 5 лет дети, в принципе, уже приобщаются к телефонам. Да? Есть уже разработчики, которые придумывают игры. Да? Притом, смотрите, когда вы смотрите, качаете детские игры в приложениях, всегда есть возрастной ценз. Да? И, соответственно, уже разработчики этих игр, они прошли некоторые тестирование, проверку, да? И, соответственно, с этим они определили возраст. Между тем, яркая и увлекательная картинка может оказаться намного интереснее реальности и отвлечь ребенка от насущных проблем. Однако и современность диктует зависимость жизни человека от гаджетов. Специалисты уверяют, в настоящее время важно оградить ребенка не от самого смартфона, а от потока информации. Мир без гаджетов не может быть. А как же мы можем воспитывать ребенка не в этом мире? Поэтому искусственные условия с гаджетами или без гаджетов, да, это на самом-то деле практически невыполнимые условия. Возможно, даже нежелательные. Научите ребенка пользоваться этими гаджетами, да, знать им цену, да, что какое-то место они должны занимать, и какое-то место даже во временном ракурсе, место в его жизни, это наша ответственность взрослых. Тем не менее, врачи-офтальмологи точно знают, сколько времени можно проводить за экраном гаджетов. По статистике Минздрава, сейчас более 20 миллионов россиян страдают болезнями глаз. Главной же причиной ухудшения зрения стали электронные устройства. Есть такое правило, оно 20-20-20 называется. Рекомендуется каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть на 20 метров вдаль. То есть основная проблема, которая возникает в том случае, если ребенок садится за телефон или за компьютер, это проблема в том, что ухудшается кровообращение. То есть для того, чтобы было кровообращение хорошим, наши мышцы должны двигаться. Как только ребенок замирает, он замирает не только всем своим телом, шеей, спиной, а замирает еще и мышцы внутри глаза. Поэтому кровообращение ухудшается не только во всем теле, но в первую очередь в самом глазу. Как бы то ни было, современная реальность такова, что полностью оградить ребенка от смартфона невозможно. Тем более сейчас, когда и учиться приходится сидя за компьютером. Психологи уверяют, резкое отлучение же ребенка от гаджетов, строгий запрет при недавней вседозволенности просто-напросто окажет худшее влияние на ребенка, чем его увлеченность электронным миром. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Но сейчас мы прервемся буквально на минуту и после небольшой рекламы обязательно продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Завершилась Российская неделя государственно-частного партнерства. Это крупнейшее мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Первый день работы принес хорошие новости для Якутии. Проект Ленского моста признан победителем национальной премии в сфере инфраструктуры Росинфра-2021. По каким критериям якутский проект стал обладателем престижной награды, узнавала Туяра Константинова. Номинация «Лучший проект ГЧП» в сфере магистральной инфраструктуры победил проект строительства мостового перехода через реку Лена в Якутске. Диплом и серебряная статуэтка национальной премии Росинфра уезжают в Якутию уже во второй раз. По итогам 2020 года Ленский мост завоевал награду как лучший проект ГЧП в сфере магистрального транспорта. Основным критерием отбора стал экономический и социальный эффект. Строительство моста через Лену повысит круглогодичную транспортную доступность региона в 4 раза. Второй год подряд мы являемся номинантами
этого крупнейшего события в области ГЧП в Российской Федерации. И действительно очень символично. А более того, отмечу, что если по итогам 2019 года Республика Саха-Якутия была на 29-м месте рейтинга ГЧП, то по итогам 2020 года мы вышли на 2-е место. Поэтому в дополнение к этой награде мы еще и такой один из основных, наверное, лидеров, в какой-то степени даже идеологов ГЧП в России. Якутский проект особенный. Да, это, во-первых, климатические условия, во-вторых, технические решения, которые были приняты за базу. Они получили подтверждение на уровне научно-технического совета Росавтодора. Это 3-пилонная система вантовая, которая будет построена, и будет практически весь 3-километровый мост через Лену будет выполнен в этом исполнении. Без преувеличения Ленский мост станет стройкой международного масштаба. Вантовые системы будут изготовлены зарубежными поставщиками, а в разработке технического проекта участвует Институт «Гипростроймост», проектировщик моста на острове Русский во Владивостоке. Плановый срок получения, экспертизы 2-го этапа, основного этапа, это у нас конец этого года. Соответственно, финансовое обеспечение у нас также в плановом периоде уже подтверждается. Поэтому проект реализуется, и сегодняшняя награда – яркое тому подтверждение о том, что проект правильно и грамотно структурирован, подготовлен и просчитан, и, соответственно, будет и дальше продолжен. Строительство де-факто уже началось, идет вынос сетей, подготовка строительной площадки. Все вопросы по финансированию Ленского моста уже решены. Строительство основного сооружения 3 километров мостового перехода начнется со следующего года. Уверенность абсолютная в команде есть в том, что проект будет реализован. Жители тоже поддержку нам очень серьезную дают. И абсолютно мы в надобности этого проекта никогда не сомневаемся. Мы с каждым годом все больше и больше в этом уверенности получаем. Ну и, конечно, в том, что он будет реализован, у нас другой дороги нет. Туяра Константинова, Джуль Березкин, Москва. Кстати говоря, проблемы транспортной доступности и влияния климата, да и в целом проблемы развития арктической зоны. Все эти объемные темы обсуждались и на Северном форуме, который уже не первый год проходит в столице региона. Чем ознаменовался 3-й по счету форум, какие вопросы поднимались в этом году, в материале Надежды Саханской. Российские и зарубежные эксперты, объединенные общей проблемой. В Якутске завершил свою работу Северный форум по устойчивому развитию. Основными темами обсуждений в этом году стали проблемы адаптации региональных экономик к изменению климата и таянию вечной мерзлоты. Северный форум проводится уже в 3-й раз, и несмотря на пандемию, он продолжает объединять участников с различных уголков нашей страны. Вообще, Северный форум – это более 400 площадок для обсуждения различных вопросов, связанных так или иначе с многолетней мерзлотой. Вот, например, конференция «Устойчивый север», на которой сегодня поднимаются вопросы об обществе, политике, экономике и экологии на территории Крайнего Севера. Первые попытки создания универсального арктического форума предпринимались в Якутии еще в 90-е годы прошлого века. Однако в полной мере это удалось сделать 2 года назад, когда Якутск принял первый форум. Как подчеркивают сами эксперты, Арктика и Север – разные вещи. Вот про Арктику, да, это шокоустойчивость, это жизнестойкость арктических сообществ, арктической экономики. А Север тут немножко помягче. Тут как-то все-таки поближе к умеренной зоне, и тут можно еще говорить устойчивое развитие. Еще можно. Основной фокус экспертных дискуссий направлен на вопросы изменения климата и реакцию многолетней мерзлоты на потепление в Арктике. Учитывая, что форум проходит всего лишь 3-й раз, многие эксперты сходятся во мнении. Необходимо непрерывно заниматься вопросами северной зоны страны и, более того, применять некоторые методики на практике, не ограничиваясь одними лишь обсуждениями. По мере того, как открывается новая сторона реальности, мы уделяем внимание тем аспектам, которые были недостаточно глубоко или недостаточно детально исследованы, проанализированы. Я бы сказал, что вот лейтмотив или такая очень емкая фраза, которая определяет или задает направленность нашего обсуждения, нашей работы, она очень хорошо звучит по-английски «thinking globally while acting locally». Думать глобально и действовать локально.
И некоторые эксперты действительно планируют выходить на глобальный уровень сотрудничества. Участие в форуме принял и член комиссии Арктического экономического совета Пол Фус. Фус отметил, что предлагаемая формальная структура, названная во время Тихоокеанского арктического совета, давала бы прямые отношения с национальным правительством. Я надеюсь, на национальном уровне наши правительства согласятся работать вместе больше, чем они это делали в прошлом. Ведь посмотрите, что произошло благодаря санкциям. Множество дипломатических услуг стали недоступны. Это не изменило чью-либо политику. Санкции — это признание того, что вы потерпели неудачу в дипломатии. Все, что было сделано, лишь навредило местным жителям. Мы просто хотим, чтобы вы знали. Нам легче работать вместе. Так, например, опыт северного завоза, который, к слову, был отдельной темой для обсуждения на Северном форуме, может стать моделью при создании федеральной законодательной базы в части транспортировки и доставки продуктов питания в арктическую зону нашей страны. Республика сама сейчас выделяет средства на строительство этих торгово-логистических центров. Но мы надеемся, что федеральные власти тоже нам в этом будут помогать, потому что это задача не только нашей республики, это задача государственное обеспечение вот именно северным завозом населения Севера и Арктики. Но мы поддержку чувствуем. Во-первых, у нас есть министерство, соответствующее министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. До них мы доводим наши планы, проекты и надеемся, что в скорейшем будущем мы будем уже совместно работать над этим вопросом. В фокусе внимания оказалась и северная молодежь. Повестка молодого поколения стала главной темой для обсуждения на одной из сессий форума. Опыт эко-волонтерства и его реализации в разных странах, а также сотрудничество с молодыми исследователями – все это дает перспективы для развития отдельного направления в арктической повестке. Участники данного форума – это представители молодежи из северных регионов. Нужно сказать, что мы представляем молодежное крыло международной организации «Северный форум». Цель мероприятия – это объединение молодежи из северных и арктических регионов нашей страны и других стран. Для чего? Для того, чтобы построить лучшее будущее. Также во время форума 5 городов республики стали членами организации «Объединенные города и местные власти». И более того, эксперты Северного форума предложили учредить Международный день холода для привлечения внимания к проблеме глобального потепления. Следует отметить, что на большей части территории глубина сезонного протаивания она имеет значительную межгодовую изменчивость и значительно менее выраженные тренды изменения температуры. Улучшение качества жизни на севере, поддержка устойчивого развития арктического туризма и сотрудничество между северными регионами – все это третий Северный форум, по итогам работы которого появились интересные и важные решения. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем южные ворота Якутии, Нерюнгри, его жители и гости к концу 2022 года смогут оценить все возможности и прелести международных стандартов. К этому сроку запланирован пуск в эксплуатацию нового аэропортового комплекса. На каком этапе сейчас находится реконструкция и как идут работы, узнали мои нерюнгринские коллеги. В ноябре 2019 года компания «Стройдорсервис» города Алдана заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкция аэропорта Нерюнгри. Сроки реализации проекта установлены на 2019-2022 годы. Объем финансирования составляет 7 миллиардов 385 миллионов рублей. На данный период уже выполнено более 73% работ, то есть работы ведутся с опережением графика. Поэтому уже к 25 октября взлетно-посадочная полоса будет готова к сертификации. Для реализации данного проекта наша компания приобрела бетонно-укладочный комплекс, текстуровщик, 2 бетонных завода. И это позволило выполнить за достаточно короткий период данный объем работ. Огромную роль в проведении реконструкции сыграла команда профессионалов, которую подобрал «Стройдорсервис». За время работ сложился костяк коллектива, который и в дальнейшем способен решать не менее сложные задачи. Поэтому эти люди реально заслужили уважение. Хотел бы также отметить и нашего заказчика «Аэропорты Севера»,
И непосредственно в лице Вадима Валерьевича Волкова, под чьим руководством осуществляется и контролем осуществляется данная реконструкция. Также поблагодарить коллектив аэропорта Тюльмана в лице директора Жарникова Леонида Адольфовича, потому что многие вопросы, скажем так, решались оперативно, дружно. Все были заинтересованы в скорейшей реализации данного проекта. Сейчас уже успешно завершено обустройство искусственной взлетно-посадочной полосы, уложено более 90 тысяч тонн бетонной смеси. Обустройство дренажной системы, построена патрульная дорога, по всему периметру установлено ограждение, возведены мачты освещения, заканчивается монтаж светосигнального оборудования. Поэтому 1 ноября первые пассажиры уже смогут оценить изменения. Мы начинаем эксплуатацию взлетно-посадочной полосы. Первый самолет, который произведет посадку, это установлена наша историческая авиакомпания «Якутия», рейс Москва, Внуково, аэропорт Нерюнгри. Ждем пассажиров, первых пассажиров в нашем аэропорту. На перевозку пассажиров заявились все те компании, которые летали ранее. Это авиакомпании «Якутия», «Сибирь» и «Ир Аэро». А подрядчик по восстановлению аэропорта уже приступил к строительству аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускного пункта и здания аэровокзала. Мы находимся на перекрытии уже 2-го этажа. Здесь это 2-й этаж, это зал вылета в основном пассажиров, на котором будет полностью коммуникации, средства для регистрации, для досмотра пассажиров уже в новом формате и в соответствии новым требованиям, где пассажиры смогут свободно уже ожидать даже при длительных задержках в зале ожидания вылета. Будут пункты питания, будет комнаты для матерей с детьми, камеры хранения, ну и все прочие удобства, которые предусматривает современный аэровокзал. О готовности аэровокзального комплекса в прямом эфире глава республики Айсен Николаев ответил, что к концу 2022 года новое здание будет открыто и нерюнгринцы смогут оценить все возможности международных стандартов. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас снова небольшая пауза. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. На этой неделе отличились столичные офтальмологи. Впервые в Якутии на базе офтальмологической больницы провели операцию по кератопластике, трансплантации роговицы глаза под фемтолазерным сопровождением. Пациенту пересадили донорскую роговицу, заказанную в Москве. Помимо фемтолазера в больницу поступило 8 единиц другого оборудования на сумму 38 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря госпрограмме по развитию здравоохранения. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Увидеть мир во всех красках Леониду Валентиновичу удалось благодаря новым технологиям. Он стал первым пациентом, которому в нашем регионе сделали пересадку роговицы при помощи фемтолазера. Операция прошла быстро и успешно, а теперь дело за реабилитацией. После операции стал видеть обоими глазами, хотя видел только одним, а правым там уже еще не видел. Фемтолазер – не новое оборудование для офтальмологической клиники. Раньше, если на нем делали лазерную коррекцию глаз, то с этого года после апгрейда начали делать и донорскую пересадку роговицы. Кератопластика – тоже не новая практика для якутских офтальмологов. Проводили ее и раньше, причем успешно. Но вместо лазера до прошлого года использовали специальное лезвие. Теперь же роговицу выкраивает лазер. Причем делает это ювелирно четко, благодаря чему уменьшается и реабилитационный период у пациента. Изначально они предназначены для лазерной коррекции зрения. Если у человека близорукость, либо дальнозоркость, астигматизм, вот это все с помощью работы на 2 лазерах мы это все исправляем. А в этом году мы смогли сделать апгрейд фемтолазера, и теперь мы можем его использовать для операций по пересадке роговицы. Значит, в этом году мы сделали пересадку роговицы полностью, а вообще фемтолазер может делать и частичную пересадку роговицы.
Апгрейдом фемтолазера больница не ограничилась. За год приобретено 8 единиц дорогостоящего оборудования на сумму более 38 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря госпрограмме по развитию здравоохранения. Наркозные аппараты – это офтальмологический комбайн совершенно нового поколения, который позволяет проводить операции на всех отрезках глаза. Это щелевые лампы, это пневмотонометры, авторефрактометры, это новый лазер по высокотехнологичной медицинской помощи, который сейчас установлен в кабинете лазерологов Центра амбулаторной хирургии, который позволяет за меньшее количество воздействия на глаз проводить вмешательство при вторичной катаракте, при глаукоме, и человек в течение буквально 10 минут выходит и может спокойно отправляться домой. Катаракта – одна из главных причин, по которой рекомендована замена роговицы, пораженного глаза. Это заболевание одно из самых распространенных в Якутии, по которому проводится не менее 1000 операций в год. Помимо этого преобладают такие болезни глаз, как глаукома и патологии самой сетчатки. К сожалению, растет количество обращений и среди детского населения. Заболеваемость глаз растет, и, к сожалению, это перепрофилирование у нас в связи с ковидом на дистанционное обучение получается очень много, дает результаты на ухудшение именно. Детишки, к сожалению, да, сейчас у нас очень часто обращаются, и, к сожалению, мы уже выписываем очки. Врачи советуют, чтобы обезопасить глаза вашего ребенка, в первую очередь нужно максимально сократить сидение за гаджетами, так как из-за долгого сидения перед экраном без движения у детей ухудшается кровообращение. Как правило, при таком положении замирают мышцы не только шеи и спины, но и мышцы внутри глаза, что и приводит зачастую к близорукости. О том, что заболевания глаз являются одними из самых распространенных среди якутян, говорит и статистика. Только за 8 месяцев этого года офтальмологи провели уже более 7000 операций. Для удобства сельских жителей организовываются и десанты офтальмологов на местах. В среднем в одном районе проводится не менее 30 различных операций. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев. День за днем. А вот линчан в начале недели настигла новость о том, что с 1 октября единственный в Ленске перевозчик, работающий на линии общественного транспорта, прекратит предоставлять услуги. Это известие встревожило всех пассажиров, ведь в Ленске много отдаленных микрорайонов, откуда пешком не выбраться, а такси стоит туда-обратно зачастую сумму, составляющую заработок в день среднестатистического линчанина. 1 октября наступило. Как органы местной власти решили проблему общественного транспорта, выясняла наш корреспондент Анна Кожевникова. Проблема с маршрутными автобусами возникла уже давно. Пассажиропоток в Ленске не такой большой, чтобы окупать затраты, а субсидии на перевозку льготных категорий не выплачиваются. Подкосила индивидуального предпринимателя и пандемия, когда люди практически перестали пользоваться общественным транспортом в связи с переходом на дистанционную форму работы и учебы. Он принял решение прекратить с нами договорные отношения, хотя у него они до 31 декабря 2021 года, но тем не менее просто человек уже объявил, что он в стадии банкротства и не сможет дальше выполнять в полном объеме эту услугу. Постоянных пассажиров шокировало известие о том, что через пару дней автобусы ходить не будут. На работу как добираться? Ну, сейчас время еще такое, да, наверное, осень, грязь. Осень, да, и такси стоит, и это недешево. Столько людей, которые ездят на работу каждый день. Я не знаю, как люди будут ездить. Не у всех есть машины. И не у всех есть возможность ездить на такси каждый день. Туда-обратно. Вот у вас сколько такси до работы стоит? Когда как? Ну, около 150 рублей. Сейчас не тем озабочена, что одна, там, тройка, они уже готовы оставить хотя бы одну тройку, ну, чтобы она хотя бы была. Это минимальная цена, и то, если ездить только на работу, в месяц выйдет почти 7000 рублей. А у многих маленькие дети, которых нужно возить в детский сад. А из таких отдаленных микрорайонов, как Разведчик, Алросах и Найдах, пешком до центра не доберешься. Такси оттуда стоит 220-250 рублей. Городская администрация не раз объявляла конкурс на предоставление услуг по перевозкам и приглашала такие крупные автотранспортные предприятия, как Алмаздортранс и Гранит, для участия. Также представители мэрии отправили письмо в адрес районного совета депутатов с просьбой о приобретении 5 автобусов. Другой вариант – передача полномочий администрации муниципального образования Ленский район. На сегодня мы подготовили проект соглашения о передаче полномочий. С 1 октября, если все у нас получится, то все вопросы по перевозкам населения городским транспортом будут адресованы в администрацию
Ленского района. 1 октября наступило, и мы вышли на остановке Ленская. Как видим, автобусы запустили по маршрутным линиям. Районная администрация приняла на себя полномочия организовать работу общественного транспорта. Утром на маршрутные линии вышли 9 единиц техники муниципального казенного учреждения «Гранит». Взяли расписание 2017 года, внесли некоторые коррективы в определенные маршруты. Ну, это связано с графиком движений. Ну, у нас как есть определенные обязательства по доставке школьников до школ. Это конкретно коснулось маршрута «Северный». Он теперь ездит у нас до разведчика. Хотелось бы попросить жителей и гостей города Ленска отнестись с пониманием, то, что мы новички в этом деле, ну, будем стараться. А в дальнейшем еще у нас в плане уменьшить, то есть интервал между автобусами до 7-8 минут. Единственное изменение – школьные автобусы теперь ходить не будут, но учащиеся смогут передвигаться на общественном транспорте бесплатно. В ближайшем будущем предприятие получит 4 больших пассажирских автобуса, специально предусмотренных в том числе и для транспортировки маломобильных граждан. Также в салонах будет установлено видеонаблюдение, а после Нового года планируется перейти на бесконтактную оплату. Цена билета осталась прежней – 28 рублей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 5 воспитанников Алданского центра помощи детям в этом году стали студентами политехнического техникума и заселились в общежитие. Правда, поселение не было беспроблемным. Вопрос решался при участии прокуратуры района. Однако ли всегда ли по закону получается во благо? С аргументами всех участников спорной ситуации ознакомились наши корреспонденты. Денис – будущий электрогазосварщик, Вячеслав – автомеханик. Ребята дружат с детства, а поступив в Алданский политехникум, они стали соседями по комнате. Да, нормально живется тут. Все вроде есть, кровать, все тепло, хорошо. В общежитии студенты освоились, однако заселиться Денису, Вячеславу и 3 их товарищам было непросто. До недавнего времени они проживали в Алданском центре помощи детям. После зачисления в техникум встал вопрос о дальнейшем местожительстве. Останутся ли ребята в центре или отправятся в студенческое общежитие. Вопрос решился при участии прокуратуры Алданского района. Администрация техникума отказала нам в заселении, после чего мы были вынуждены обратиться в прокуратуру. По предписанию прокурора был решен вопрос, и дети были заселены в Алданский политехникум общежитие. Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к представителям незащищенных слоев населения. Вопрос о предоставлении им мест в студенческом общежитии был решен оперативно, и через несколько дней ребята уже обустраивались в комнатах. Согласно федеральному законодательству, как гласит закон, норма закона, да, при поступлении в образовательную организация не вправе, а обязана обеспечить их жильем, повторюсь, именно на период обучения. Мы незамедлительно провели выездную проверку в Алданском политехническом техникуме, посмотрели все локальные правовые акты политехнического техникума. И что следует отметить, что незамедлительно были приняты меры реагирования в виде внесения представления в адрес директора образовательной организации, и которое было буквально в течение суток рассмотрено, то есть незамедлительно, и предприняты меры к заселению. Между тем, отказ в заселении представители администрации политехникума обосновывали рядом аргументов. Во-первых, приоритет проживания в общежитии остается у иногородних ребят, а воспитанники центра имеют алданскую прописку. Заселяя ребят, получается, мы вынуждены встать на букву закона и отказать тогда другим ребятам, которые приезжают из других регионов, а у нас учатся из 5 регионов Российской Федерации ребята, из 23 улусов. Вторая часть доводов касалась непосредственно условий проживания. В Центре помощи детям и в общежитии политехникума эти самые условия существенно разнятся. Имелись и иные обоснования, касающиеся в том числе медицинского обслуживания и неумения подростками планировать бюджет. У ребят развиваются связи со своими друзьями, знакомыми, полюбившимися воспитателями, потому что мы прекрасно понимаем, что в дальнейшем ребята уже ограничены в каких-либо правах для того, чтобы просто хотя бы туда попадать. И есть еще немаловажный вопрос, что проживая в доме детства, да, до совершеннолетия хотя бы, ребята обеспечены регулярным горячим питанием. У нас этого не происходит.
Сложность ситуации заключалась в том, что все 5 студентов несовершеннолетние, и сейчас законных представителей у них нет. Один из нюансов касается паспортно-визового режима. Проживая в общежитии политехникума, студенты остаются прописанными в Центре помощи детям. Мы Центр помощи детям на данный момент мы не являемся законными представителями, так как они находятся на полном государственном обеспечении уже техникума Алданского. Финансирование и ответственность учреждения возникает того, где ребята прописаны. Нам по прописке, даже на временную прописку ребят никто до настоящего времени не передал. А в этом случае это должно быть ходатайство непосредственно самого центра. В настоящее время стороны решают вопросы, касающиеся ответственности за подростков, определения законного представительства и предоставления временной регистрации в общежитии на период обучения. Сотрудники прокуратуры Алданского района держат ситуацию на контроле. Решается вопрос о дальнейшей прописке по заявлению. Или по заявлению законного представителя, но в данном случае сейчас вопрос прописки, он разрешается. До логического завершения прописанные законом формальности предстоит довести. Федеральное законодательство оказалось исполнено, но насколько оптимальным стал результат для участников ситуации, однозначно сказать нельзя. До определенного момента времени, пока есть возможность, необходимо договариваться. Не решать через органы прокуратуры, или еще необходимо договариваться, как данным ребятам сделать эту жизнь лучше. Процесс урегулирования формальностей идет. Заботы о юных новоселах уже взяли на себя педагоги и воспитатели политехникума, а сотрудники Центра помощи детям продолжают оказывать воспитанникам шефское сопровождение. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Сейчас вновь небольшая пауза. Буквально через минуту обязательно продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем программу. В Жатае на этой неделе открылся образовательный центр «Точка роста» на базе школы номер 1. В текущем году подобные комплексы открыли и в ряде других районов республики. В общем, по Якутии начали свою деятельность 111 образовательных центров. Подробнее расскажет Марфирина Алексеева. 3D-принтеры, комплекс виртуальной и дополненной реальности, тренажеры для оказания неотложной медицинской помощи. Современное оборудование теперь стало доступно ученикам якутских школ. Биология, химия, физика, робототехника – все естественно-научные предметы, а также IT-сфера будут изучаться более углубленно. За 2 прошедших года в Якутии были созданы 96 точек роста. В следующем году 110 запустим. В целом до 2024 года такими проектами будут охвачены все наши сельские школы и школы, расположенные в малых городах нашей республики. Повышенный интерес ребят заметен уже сейчас. Ученики по своей инициативе записываются на дополнительные уроки и с интересом изучают предметы с помощью наглядных пособий и современных лабораторий. Они будут по-другому оценивать именно биологию в школе сейчас. Вот сейчас у нас за кадром происходит интересный момент. Расскажите, пожалуйста, что это за прибор, что он, какие возможности открывает? Вот эта лабораторная работа, она основана на измерении электроэнцефалограммы головного мозга человека. Допустим, ученик возьмет в данном случае вот такое устройство, подается сигнал с головного мозга, получается, импульсы как раз-таки в нашу программу, где мы будем производить считывание. А вам удалось, ребята, сейчас считать что-нибудь? Да, удалось. С первого раза получается. То есть мы в течение года будем пользоваться этой лабораторией, и каждому, что интересно, допустим, кто-то возьмет электроэнцефалограмму, кто-то возьмет дыхание, да, мы будем уже ставить научные работы. Благодаря современному оснащению и разнообразию профильных предметов в школе начнут работу по профориентации учеников. И электричество, и электроприводы. Вот это все они уже знают. В будущем профессии, да, они будут инженерами. Инженерами IT-технологий, инженерами, например, промышленной, как-нибудь машиностроения. Большой интерес ученики проявили к робототехнике. Со слов ребят, 3 года назад в школе начинали вести IT-предмет. Но, к сожалению, учащихся кружок быстро закрылся. Теперь же школа вдоволь обеспечена компьютерами, современными программами и требующимися расходными материалами. Сейчас я очень рад, что в школе она снова открылась, поскольку я и другие дети могут теперь приходить сюда, заниматься этим, обучаться основам конструирования, программирования. К слову, сегодня свое восхищение проявляют не только учащиеся и педагоги. Большие надежды на повышение качества образования возлагают и родители. Я здесь живу с самого рождения. Конечно, школа
была не такая. Сейчас очень интересно. Мы, родители, очень рады, что в нашей школе появилась новая, оснащенная передовыми технологиями образовательная среда, которая отвечает всем требованиям нового образования. Данный проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. И на этом развитие не заканчивается. В ближайшие годы в поселке Жатай будут построены 2 новые школы. Поселок Жатай является одним из динамично развивающихся поселков нашей республики, и реализуются крупные масштабные проекты, такие как Жатайская судоверфь. И буквально в прошлом году глава республики подписал соглашение с компанией «Новый дом». И эта компания будет обеспечивать финансирование строительства одной из крупных школ нашей России. Это школа «Точка будущего», которая уже начнет строиться с весны следующего года. Всего в этом году в Якутии будут работать 207 точек роста. Работа точек роста направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Марферина Алексеева, Григорий Григорьев, Жатай. В Доме дружбы народов в Якутске на этой неделе прошла презентация 2-й части книги «Дневник мигранта». В этот раз автор Улжан Даулетбекова расскажет читателям о межнациональных отношениях. Напомню, 1-я часть вышла в прошлом году и описала истории женщин-мигрантов из Кыргызстана, их проблемы и судьбы. Все подробности в сюжете далее. В Якутию Улжан приехала в 2014 году. Работала где придется и, как признается девушка, быстро упала с небес на землю. На родине Улжан грезила о славе и богатстве, однако сейчас понимает, это все не важно. За время своего пребывания здесь писательница выслушала и стала свидетелем множества историй о своих соотечественниках и решила изложить это в книге. Над 1-й частью дневника Улжан работала 1,5 года. После выхода издания в свет уверенности в девушке прибавилось. Когда вышла 1-я книга, на меня посыпались много отзывов, люди разделились на 2 лагеря. И это вот именно негативные отзывы на меня повлияли для того, чтобы я выпустила 2-ю книжку. Я захотела показать темные стороны миграции, также и светлые стороны миграции. Решила, кто, если не я. И чтобы прекратить все эти трагедии, надо говорить, надо выводить. Неоднозначно книгу приняли и земляки Улжан, однако многие ее поддержали. Здесь нет правды или неправды, черного или белого. Это жизнь, рассказывает Нурдин Матанов. Местная публика, она же неоднозначно восприняла. Значит, эта проблема есть такая, да? И, соответственно, ее надо освещать. Я положительно воспринял. Положительно, потому что все мы здесь живем, общаемся, мы это знаем, да? И, соответственно, понимание есть. Между тем, несмотря на небольшой тираж, 1-я книга действительно пользуется популярностью. Так, например, по словам сотрудников библиотеки «Созвездие», где и проходила презентация 1-й части, дневник не сходит с рук. У нас есть эта книга. И очень многие просят, приходят. Она в основном всегда на руках. Многие читают. И, подумаю, что 2-я книга тоже также заинтересует наших читателей. Презентация новой части дневника мигранта, несмотря на пройденный путь и накопленный опыт, не обошлась для Улжан без волнения. В свой труд девушка вложила самое сокровенное, часто сталкивалась с творческим кризисом. 2-я часть дневника стала практически исповедью девушки. Я до сих пор мигрант. И я не скрываю или не стесняюсь. Действительно, а кому легко-то? Да и, наверное, самим жителям тоже сложно. Вот я сейчас сегодня провожу презентацию, завтра выхожу на работу. Так судьба, казалось бы, одного народа затронула сердца многих. Ведь в своих рассказах Улжан не только обозначила проблемы жизни мигрантов в России, но и женщин в целом. 2-я часть дневника мигранта расскажет о праве выбора, праве самовыражения и праве женщины. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Ну и о спорте. Юношеская сборная России по пауэрлифтингу заняла 1-е место в открытом чемпионате мира в Швеции. Спортсмен из Верхневилюйска Богдан Прокопьев завоевал бронзовую медаль в составе юношеской сборной России в дисциплине классическое троеборье. На традиционном чествовании победителей в постоянном представительстве республики в Москве побывала и наша съемочная группа.
Нынешний чемпионат мира по пауэрлифтингу должен был состояться в Минске. Но в последний момент организаторы перенесли главный турнир из Белоруссии в Швецию. Для якутского атлета Богдана Прокопьева решение федерации отчасти помешало установить запланированный личный рекорд и занять второе место в престижном весе 120 килограмм. Медаль была близкая, можно сказать. На тяге, чтобы победить на второе место, 332,5 килограммов в тяге не удалось удержать. Хват подвел, как можно сказать. И серебряная медаль из рук выпала. Поэтому третье место. Богдан Прокопьев завершает юниорский этап своей спортивной карьеры. Он тренируется в Якутске и Верхневилюйске, а своего личного тренера Антона Солодова Богдан нашел через социальные сети. Перед крупными соревнованиями они вместе оттачивают спортивное мастерство. Следующее соревнование, скорее всего, уже у нас будет по взрослым. И там он тоже имеет возможность попасть в сборную России уже взрослую, что, естественно, самый высокий уровень. Поэтому задачей мы ставим уже на следующем чемпионате России выйти в тройку и постараться отобраться на чемпионат Европы, где выполнит норматив мастера спорта международного класса. И я уверен, что ему это по силам. Его вклад однозначно был сильный, так как третье место приносит много очков. Без него, скорее всего, мы не заняли бы первое место. Как товарищ, как человек, он хороший. Я с ним жил вместе в номере в одном. Там помогал везде, что надо. Он мне, я ему. Якутский атлет ставит перед собой амбициозные задачи и намерен бороться за медали чемпионатов страны, Европы и мира среди мужчин. По словам тренера, очень важно, что у спортсмена из Якутии есть поддержка его семьи, родного Улуса и республики. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя. Помните, что единственный способ остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.